Российской Федерации. Предоставляю слово Его Превосходительству Сираджиддину Мухридиновичу Аслову, министру иностранных дел Таджикистана. Госпожа председатель, господин генеральный секретарь, ваше превосходительство, дамы и господа, позвольте мне присоединиться к предыдущим выступающим и поздравить вас, посол Чабу Кироши, с избранием на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 77-й сессии. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы воздать должное вашему предшественнику, его превосходительству Абдуле Шахиду, за его эффективное руководство в самые трудные и непростые времена для всего человечества. Ваше превосходительство, наш мир переживает неспокойные времена. Мы стали свидетелями трансформации существующего миропорядка. Такие угрозы, как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, оружия, киберпреступность и другие виды трансграничной организованной преступности имеют тенденцию к экспоненциальному росту. Для дальнейшего обсуждения этих вопросов правительство Таджикистана, контртеррористическое управление ООН и его партнеры проведут международную конференцию высокого уровня на тему «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов» в Душанбе, Таджикистане с 18 по 19 октября 2022 года. Приглашаем вас принять участие в этой важной конференции. Изменение климата, стихийные бедствия, отсутствие продовольственной безопасности, продолжающаяся пандемия, среди прочего, еще больше подливают масло в огонь. Международное сообщество нуждается в инструментах, которые бы были приспособлены к быстро ухудшающимся условиям. Механизмы, которые были созданы несколько десятилетий назад, сейчас едва ли справляются с возникающими вызовами. Мир нуждается в более крепком многостороннем подходе для того, чтобы урегулировать самые сложные проблемы под эгидой ООН. Поэтому Таджикистан поддерживает усилия Генерального секретаря ООН, которые направлены на всеобъемлющее реформирование организации для того, чтобы улучшить ее способность своевременно и адекватно реагировать на потребности в области развития и противостоять современным угрозам. У нас есть историческая возможность направить изменения в таком направлении, которое будет выгодно для человечества. Нельзя потратить эту возможность впустую. Позвольте мне затронуть 3 дополнительных вопроса, которые очень важны для моей делегации. Это осуществление дорожной карты, повестки 2030, также это вопросы водных ресурсов, изменения климата, мира и безопасности. Таджикистан подтверждает свою приверженность полной реализации повестки 2030 и ЦУР. Поскольку мы отстаем по многим ЦУР, правительство Таджикистана предпринимало смелые шаги по включению ЦУР в национальную политику и планы развития. Несмотря на существенный прогресс, который был достигнут в достижении ЦУР, существуют значительные угрозы, такие как риски, связанные с изменением климата, стихийные бедствия, которые могут замедлить или обратить вспять достижения Таджикистана по осуществлению повестки 2030. Кроме того, они могут поставить под угрозу производительность сельского хозяйства и продовольственную безопасность. В этом году мир стал свидетелем
беспрецедентных стихийных бедствий, связанных с водными ресурсами. Несмотря на то, что все мы боремся с последствиями таких бедствий, мы все больше осознаем, что вода – это жизненно важный ресурс. Мы должны его ценить, защищать и эффективно управлять им. Нам нужны такие действия, которые позволят добиться реальных результатов. С 6 по 9 июня 2022 года мы успешно провели вторую конференцию в Душанбе, в Таджикистане, что стало ключевым подготовительным совещанием для среднесрочного обзора десятилетия водных ресурсов ООН в 2023 году. Как вам известно, с 22 по 24 марта 2023 года ООН созовет вторую конференцию по водным ресурсам за 46 лет. Конференция станет прекрасной возможностью рассмотреть и оценить достигнутый прогресс, а также пробелы и препятствия, с которыми мы сталкивались в достижении целей десятилетия водных ресурсов. Таджикистан совместно с Нидерландами возглавляет подготовку к этому глобальному мероприятию. Мы усердно работаем над тем, чтобы конференция стала переломным моментом для всего мира. В этих целях мы запустили повестку дня в области водных ресурсов в качестве одного из итогов конференции по водным ресурсам 2023 года. Мы призываем всех прибыть на конференцию с новыми обязательствами для того, чтобы обогатить повестку водных ресурсов. Это важно не только для нас, но и для наших детей, для грядущих поколений. Господин председатель, последствия изменения климата для водных ресурсов – это другая важная тема, которая требует наших согласованных усилий. Наряду с увеличением числа селей, наводнений, маловодьем, засухами, изменением гидрологического цикла, наибольшую тревогу вызывает таяние ледников, ускоренное таяние, а это один из основных источников пресной воды на планете. В этих целях Таджикистан активно поощряет комплексный подход к урегулированию вопросов водных ресурсов и изменения климата, включая в рамках коалиции водных ресурсов и изменения климата. В ходе первого заседания коалиции его превосходительство Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, предложил объявить 25-й год Международным годом сохранения ледников. В настоящее время мы работаем над проектом резолюции по продвижению этой инициативы в рамках Второго комитета Генассамблеи ООН. Мы рассчитываем на вашу конструктивную поддержку и взаимодействие по этой важной резолюции. Реагирование на растущую угрозу терроризма и экстремизма должно быть всеобъемлющим. При этом ООН должна руководить этой деятельностью. Со своей стороны Таджикистан предпринял ряд мер в этом направлении. Среди прочего, мы приняли национальную стратегию «План действий» Республики Таджикистан по противодействию терроризму и экстремизму на 2021-2025 годы, и мы выразили нашу готовность действовать. Таджикистан твердо верит в то, что малые государства также должны иметь возможность вносить вклад в поиск решений для поддержания мира и безопасности. Соответственно, после многих лет вклада в многосторонность посредством активного участия в деятельности и процессах ООН, а также учитывая уникальный миротворческий опыт и знания об Афганистане, пришло время, чтобы Таджикистан впервые выдвинул свою кандидатуру на непостоянное место в Совете Безопасности на период 28-29 года. Мы с нетерпением ждем возможности совместной работы со всеми государствами-членами ООН для того, чтобы заручиться необходимой поддержкой и доверием в этой важной кампании. Господин председатель, Таджикистан – это миролюбивая страна, которая пережила опустошительную гражданскую войну,
которая была нам навязана. И мы прекрасно осознаем ее цену и долгосрочные последствия, поэтому не можем быть равнодушными к судьбе наших соседей, благородного народа Афганистана, который уже достаточно настрадался за последние 40 лет. Он заслуживает мир и спокойствия. Ровно год назад в этом зале президент Таджикистана господин Эмомали Рахмон в своем виртуальном послании Генеральной Ассамблеи ООН посвятил больше половины своего заявления положению в Афганистане. Его поводы для беспокойства и предупреждению, к сожалению, натолкнулись на глухую стену. Год спустя после переворота в Афганистане не было сформировано инклюзивное правительство, несмотря на неоднократные призывы афганцев, стран региона, международного сообщества, обеспечить больше этническое, политическое и географическое разнообразие де-факто административных структур. Страна находится на грани гуманитарной экономической катастрофы. Для того, чтобы облегчить страдания афганского народа в эти тяжелые времена, Таджикистан предоставлял инфраструктуру, территорию и средства коммуникации всем сторонам, государствам-донорам для предоставления гумпомощи напрямую народу Афганистана. Мы также продолжали предоставлять народу Афганистана необходимое электричество с тех пор, как Талибан пришел к власти. Обстановка запугивания, а также попрание прав человека, включая права женщин и девочек, глубоко беспокоит нас. Разнящиеся мнения и существующие внутренние противоречия в Талибане и появление новых вооруженных оппозиционных групп, таких как ГЛК и других террористических группировок, делают ситуацию с безопасностью еще более нестабильной. Более того, неспособность Талибана контролировать своих боевиков и другие террористические группировки еще больше усложняет и без того непростую ситуацию. Недавнее обнаружение и убийство одного из главных стратегов Аль-Каиды в Кабуле является свидетельством таких связей. Афганистан быстро становится безопасной гаванью для террористических групп и плацдармом для распространения радикального экстремизма Талибана. Кроме того, мы стали свидетелями систематической работы по переброске на север Афганистана вооруженных формирований, которые состоят из бывших граждан Центральной Азии. Они преследуют своей целью создать новый очаг напряженности у наших границ. К сожалению, это имеет тяжелые последствия для Таджикистана, который растеряет 1400 километров границы с этой страной. Учитывая текущую беспокоящую нас ситуацию, крайне важно, чтобы Таджикистан укреплял свои границы с Афганистаном и создавал необходимые пограничные объекты инфраструктуры вдоль всей протяженности границы. В то же время мы считаем, что участие Афганистана в процессе многогранного регионального сотрудничества имеет ключевое значение для успеха усилий международного сообщества. Господин председатель, 20 сентября 2022 года глава Кыргызской республики представил свое заявление с этой трибуны и рассказал о кыргызской версии конфликта на таджикско-кыргызской границе. Прискорбно, что доставшиеся нам из истории вопросы урегулирования государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном безосновательно поднимаются на Генеральной Ассамблее ООН. Считаю, что важно сообщить вам о том, что 19 сентября 2022 года
уполномоченные представители двух сторон подписали протокол об урегулировании ситуации на границе. Все боестолкновения были прекращены. Силы и средства обеих сторон должны быть выведены со своих мест постоянной дислокации, точнее, в места постоянной дислокации. В приграничной зоне организованы совместные проверки. Создана совместная оперативная группа для контроля за выполнением достигнутых договоренностей. Самое важное – это то, что обе стороны подтвердили приверженность урегулированию всех двусторонних вопросов исключительно политическими и дипломатическими средствами. Таджикистан следовал и неизменно будет следовать этому принципу при возникновении любых вопросов, которые касаются регулирования ситуации на границе. Достойно сожаления то, что Кыргызстан не соблюдает соглашения, которые были разработаны. И лишь только создает видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения и прячут ее в населенных пунктах вблизи границы. Поэтому ответственность за любой очередной виток напряженности на таджикско-кыргызской границе будет лежать исключительно на Кыргызстане. Руководство сопредельной страны в своем заявлении упомянуло гибель мирных жителей и финансовый урон, что создает ложное впечатление, что трагедия на границе коснулась исключительно Кыргызстана. Факты говорят об обратном. В результате военной агрессии Кыргызстана больше 40 мирных жителей Таджикистана были убиты и около 200 получили ранения. Среди жертв есть беременные женщины, дети, пожилые люди, доктора. А также правоверные мусульмане, которые посещали траурную церемонию в мечети. Помимо приграничных объектов, были разрушены школы, больницы, объекты отправления религиозных культов, также жилые дома, инфраструктура, инженерные коммуникации. И кто же является агрессором в данном случае? Таджикистан в настоящее время направляет существенные ресурсы на восстановление поврежденных домов и жизненно важных объектов инфраструктуры. Трагедия, которая произошла на нашей границе, не является случайной. С осени прошлого года наши соседи готовились к агрессии, что проявлялось в создании военной инфраструктуры наших границ. В последние годы наши соседи зачастую выступали с этой трибуны по вопросу важности международной транспортной артерии и создания благоприятных условий для перевозок, и при этом выступали за снятие барьеров на пути экономического сотрудничества, упрощение процедур прохождения границы, а также транзит между странами и регионами. В то же самое время Кыргызстан зачастую создает проблемы для перемещения товаров из Таджикистана и в Таджикистан, что приводит к задержкам доставки тысяч тонн наших грузов. Крайне важно отметить, что нам удалось успешно решить пограничный вопрос совместно с Китаем и Узбекистаном, что является достижением этого долгого процесса для всех сторон. Мы накопили достаточно опыта, который важно использовать в полной мере при урегулировании пограничных вопросов на основе взаимного уважения, доверия и открытости. За более чем 20 лет истории переговоров с Кыргызстаном мы подписали десятки протоколов. Тем не менее, в то время как время идет, меняются политические группы у власти, они постоянно пересматривают эти документы и реализуют только те положения, которые им выгодны, и при этом игнорируют другие положения. По данным
На сегодняшний день обеим странам удалось согласовать и разработать проект описания около 602 километров совместной границы, что представляет собой 61% от ее общей протяженности. Таджикистан опирается на международную практику делимитации границ и неоднократно предлагал соседям зарегистрировать результаты многих лет работы на бумаге посредством подписания соглашения об отдельных участках границы, но соседи решительно выступали против этого предложения. Руководство Кыргызстана упомянуло с этой трибуны о соглашении о создании Содружества независимых государств и Алматинской декларации и представило их как правовую основу для определения государственной границы. Однако я бы хотел подчеркнуть, что вопрос определения границы не является предметом рассмотрения этих документов. К нашему глубокому сожалению, опираясь на односторонний подход, с 50-х годов Кыргызстан произвольно захватил больше 2110 квадратных километров, которые по праву принадлежат Таджикистану. Наши соседи этого не упомянули. Хочу сообщить Генеральной Ассамблее о том, что Таджикистан и Кыргызстан выработали соглашение об описании государственной границы в соответствии с документами о национально-территориальном разграничении 24-27 года. Именно эти документы прошли все конституционные процедуры и являются единственной правовой базой для продолжения переговорного процесса. Несмотря на это, для того, чтобы проявить дух доброй воли и гибкость, мы пошли навстречу соседу и согласились использовать документы паритетной комиссии 1989 года, которые были предложены Кыргызстаном. Приграничные вопросы не должны решаться популистскими заявлениями и созданием кризисных ситуаций. Мы нуждаемся в том, чтобы проводилась ежедневная, вдумчивая совместная работа, основанная на политической воле сторон. Мы готовы к продолжению переговоров и твердо верим в то, что таджикский и кыргызский народ имеют право жить и строить вместе свою судьбу в атмосфере мира, дружбы и согласия. Таджикистан пережил ужасы внутреннего конфликта и понимает ценности мира. И будет прилагать все усилия, чтобы в нашем регионе царили безопасность и стабильность. Я благодарю вас за внимание. Я благодарю министра иностранных дел Таджикистана.